Так. Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Сегодня 23 января 23 года, 20:00 по Берлину, 23 часа по Джохару. Друзья, приветствую вас. Так, я думаю, будет лучше или нет? Отражается, да? Büyüstüküel ha yüzür. Ve aleyküm assalam şevek maşvul. Бамут Алан Хамзат, Мадина, гражданин Ичкери, Заур. Всех приветствую. Ва алейкум ассалам. Шевега Машвой. Адил Вайнах. Маштовый Шадыша. Довели. Ва алейкум ассалам. Рад вам. Так. Бамут Шевега Машвой. Пока собираемся, друзья, я бы рассказал бы вам сообщение от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Все будет Ичкерия. Итак, с 24 февраля 22 года по 23 января, то есть 11 месяцев 23 года, уничтожено русских оккупантов 720 человек за прошедшие сутки. Итого их цифра достигла 121 480. 5 танков. Итого их 3150. Просто задумайтесь над цифрой. 3150 танков. Невероятно просто. Боевых бронированных машин в 2 раза больше. 6276. 8 за прошедшие сутки. 2 артиллерийские системы. 2 РСЗО. Итого их 2146 и 447 соответственно. Всего уничтожено 220 антиаэркрафт, летаков и самолетов и вертолетов 287 и 277 соответственно. БПЛА 0 за сутки, самолетов, вертолетов. БПЛА 2 штуки за сутки, 1894 штуки. Всего 749 крылатых ракет, 0 за сутки. 18 кораблей катеров, 1 катер уничтожен за прошедшие сутки. 4 автомобильной техники и цистерны, и итого цифра автомобильной техники и цистерн достигла почти 5000, 4936, просто невероятно. И 193 специальной техники, с чем я вас всех, друзья, и поздравляю. Ну и, конечно же, слава Украине, слава ЗСУ. Друзья, как после этого не сказать... Не воздать хвалу Збройным силам, вооруженным силам Украины. Так, друзья, пишите ваши комментарии, ставьте лайки. И если по теме сегодняшней есть у кого-нибудь поговорить, вы можете зайти в ТикТок. У нас стрим идет в ТикТок и в YouTube. Можете попроситься, я вас добавлю, но только по теме. Если мы будем обсуждать конкретную тему, заходите и давайте общаться. Стрим сегодня будет интересный, да, интересный. Так, коротко, да. Дякую вам, Бахія. Дякую вам, Барясна, да, дякую. Баркал Бог, мадуи. Баркал, данкишон мош. Мне тут как раз уже год истекает уже начало этой войны, и мне тут YouTube напомнил, Голос Америки тогда сообщал. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг предупредил Россию, это 20 января 2022 года, что любое вторжение в Украину станет катастрофой для всего мира, и подчеркнул, что Лондон полностью поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. И потом вы мне расскажите, русские пропагандоны, что это Америка организовала эту войну. Америка и Англия фактически упрашивала, предупреждала
топала ногами, выражала озабоченность в том, что не делайте это. И вот прямо здесь Борис Джонсон говорит, что это станет катастрофой для всего мира. Но террорист Путин решил пойти ва-банк. Так. Так, друзья. Делрейз Массарна Хиль, Алан, Вюстик Массера Юэль. После войны приглашаю вас, Аслан, в Украину в Ровно. Спасибо, Ольга, спасибо. После деоккупации я приглашаю вас в Чеченскую республику Ичкерия. И я буду у вас и во время войны. Так что и был во время войны. Так, друзья. Довели. Так. Героям слава. Смерть российским оккупантам, говорит Амзат Гилаев. Дейл Маршал. Сам ВСУ уничтожили столько же оккупантов, сколько погибло граждан Ичкерии за первую русско-чеченскую войну в 94-96 годах. То есть около 120 тысяч. Да, Заур, совершенно верно. Совершенно верно. Знаешь, Заур, у нас столько много вот этих летчиков, вертолетчиков, вот этих всех людоедов, которые нас убивали. И сегодня их фактически всех Украина утилизовала. И, вот так вот. Так, Амзат на чеку, Бюстик Хиль. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Эд Мамедов, салам всем свободным людям. Адая Осман, всем салам. Так, здесь уже недовольные мне тут уже выскакивают. Если только же я не отвечу на вопрос, уже сразу же недовольство делаю. Швеция, Хиль Чуман, Дадага, Дуйшу, Украинита, идица. Кинпачи мне говорит о случае, который, как говорят, произошел в Швеции. Там какой-то сумасшедший высказывался против того, что Турция мешает Швеции войти в НАТО. Он пошел к турецкой мечети и сжег Коран. Ничего более оригинального этот провокатор, больше по-другому его не назовешь, он придумать не смог и сжег Коран. И тем самым он решил задеть всех мусульман или подчеркнуть, что турки являются какими-то там особыми людьми и так далее. Любая нетерпимость, любая религиозная нетерпимость, расовая, национальная, она приводит к абсолютному фашизму. Любая. И если кто-то не любит мусульман или там и только лишь из-за того, что они мусульмане, то это нужно лечиться, я скажу всем им. А вот тебе, который сейчас мне предлагает обсуждать вот эту тему, да, я хочу предложить тебе прийти ко мне в эфир, вот зайди, ты, я так полагаю, в Чечне, потому что вот эту тему раскачивает Апти Алаудинов, Рамзан Кадыров и другие преступники и предатели. Предателей, наверное, нет, меня тут поправляли. Это просто подхолопные товарищи, и предателями они быть не могут, потому что с чеченцам они отношения имеют ровно столько, сколько Путин имеет к чеченцам отношения. Поэтому я тебе предлагаю зайти сюда, назваться, и давай обсудим эту тему на русском языке. Правда, нам придется это делать, потому что стрим у меня сегодня на русском языке. И все, говорит, оставьте Украину и давайте поговорим на эту тему. Меня пытаются склонить к этой теме. Так вот, Коран жечь, да, это большое богохульство для нас, верующих людей. А для него самого это свобода слова в их стране. Это можно, он делает то, что ему разрешено. Хотя это большая провокация. Но в отличие от того человека, который сжег Коран, он не убил ни одного человека. Вот этот, который сжег Коран. А ваш Путин и ваш Кадыров, и ваша ФСБ, и ваша ГРУ убивает каждый день людей и отправляет на войну. И я буду говорить об этом.
Понимаешь, мне важно это, а не то, что вы будете нам тут закидывать нарративы. Закидывая такие нарративы, вы в прошлый раз вынудили вот этого Абдаллаха, молодого 18-летнего пацана, совершить страшный террористический акт, страшное преступление. Он сам стал жертвой, тоже был убит, но при всем при этом он убил абсолютно невиновного человека. И вот вы сейчас накручиваете, вы работаете на русских, вы работаете на ФСБ. А к ФСБ и к тем, кто работает на империю фашистскую, у меня особые отношения. Особые. Поэтому я желаю тебе в судный день, раз ты так беспокоишься за Коран, в судный день вместе с твоим Путиным, Бортниковым, Кочневым и Кадыровым в один день в одной могиле проснуться. Когда будет развал России, Дагестан и Чечня будут одно государство, я не знаю, захочет ли Дагестан отделяться от России. Это сугубо чисто должен решать дагестанский народ, сугубо его личное дело. Ну, если захотят, все отлично. Будем, нам деваться некуда. Мы братья. Кто не за Россию? Кто не за Россию? Типа поддерживают одни заказ, и ты недоволен ими, тебя поддерживают. Я не понимаю, о чем ты говоришь, Гириханов. Султан, о чем ты говоришь? Меня поддерживают. Закаевщина меня поддерживает. Что-то я в первый раз это слышу. Я поддерживал Закаевщину, пока не узнал, что это такое. А я что-то не видел, чтобы меня Закаевщина поддерживала. Как-то палки в колеса, да. Дискредитация, да, ложь, обман в мой адрес, да, поддержки я не видел. А к кадыровцам отношения не имею, я их презираю так же, как и банду Закаевщины, говорит Кинпачи. Я тогда тебя не понимаю, тебе зачем сейчас говорить, что произошло в Швеции, когда у тебя куча проблем в самой Чеченской Республике, идет мобилизация, тебя это никак не волнует? Путин и Кадыров сжигали мусульман с Кораном в карманах. Абсолютно верно. Вот. Человек с ником неважно. Подожди-ка, что ты мне написал? Ты про Дагестан писал, да? Именно так. Путин, Кадыров, банда ФСБ сжигали только лишь человека за то, что он не хотел видеть вот эту фашистскую Россию и хотел жить так, как он хотел жить на своей земле. Угоду русским террористам Путин с Патрушевым, Кадыров, Алаудинов, Даудов, Маудов и все остальные, они убивали мусульман, кавказцев, чеченцев, дагестанцев, ингушей, кого только могли. Всех убивали. Массана Хилвайн, неважно, ассаламу алейкум, Ашволь, ассаламу алейкум, ассалам, Мухаммад. Bist du noch am Leben? Все отлично, Елена. Alles gut. Ты правду сказал? Ты правду сказал, Амдуля. Почему ты меня оскорбил, приписал мне то, что я работаю на проклятых русских? Давай зайди тогда, Кинпачи, зайди и скажи, что ты не работаешь, что ты живешь в Европе или в какой стране и так далее. Человек, который первый заходит, я тут пишу, у меня название написано, ФСБ готовит взрывы домов. Вместо того, чтобы говорить про ФСБ, ты мне предлагаешь говорить то, что надо ФСБ. Именно ФСБ провоцирует. Вот такие провокаторы, как в Швеции, вот эти провокаторы, если их нет, ФСБ их создает, придумывает, провоцирует, как Елену Кнор, которая у нас здесь провоцировала, ее чуть не грохнули, кстати говоря. Она мне еще спасибо должна сказать. Но вот такие вещи происходят. А ты заходишь и мне говоришь по этой установке. Поэтому я тебя по-другому идентифицировать просто не могу. Я знаю, чем я занят. А ты зашел и сходу задаешь вопрос. Хотя, конечно же, ты можешь не быть им. Может, ты просто пребываешь в плену пропаганды. Так, если Кавказ объединится, это будет сила. Какое ваше мнение? Ас, я полностью с тобой согласен. Я полностью с тобой согласен. Конечно, будет сила. И это произойдет. И работа в этом направлении ведется. Асюат Ахаба, Аллах, Аллах, Уэля, Гаски, Бишцан, ты бол беш болчан. Амин, Кинпачи, амин, амин. Скажи, пожалуйста, Асан, если
тогда кто, тогда кого ты, скажи, Света, я не понял, а почему вы мне тут одновременно перечисляете с президентом моей страны каких-то непонятных людей, которые тут, Тумсу Абдурахманов со всей ответственностью могу заявляю и говорю, и сейчас это уже подтверждается фактами, неоднократно и приводил факты, является агентом российских спецслужб, ФСО, ФСБ там, и так далее, и так далее. Остальные товарищи вообще из себя ничего не представляют в политическом плане. Кутаев работал на Россию, на русских, и продолжает это делать. Я не понимаю, почему вы ставите моего президента, погибшего, в один ряд с этими людьми. Асан, у тебя звание как минимум полковник, не так ли? Ты глубоко ошибаешься, Леон. Иншаллах, Кавказ объединяет, да, так, потому что вы всеми недовольны, и я не поняла, кто у нас президент. Нашего президента, последнего президента воюющей Ичкерии, Докко Умарова, убили русские террористы. Вот он погиб, сражаясь. Сражаясь, на этом пути погиб, был отравлен. К сожалению, у нас нет президента. К сожалению, вот так сложилось. До него погиб Абдалхалим, до него погиб избранный президент Масхадов. И, к сожалению, вот такая ситуация не очень хорошая. Но знаете, что такое легитимность, что такое поддержка политическая? Это то, кого поддержит чеченский народ. Вот и все. Ни у кого из кого вы тут перечислили нет никакой поддержки. Абсолютно никакой. Несмотря на большие деньги и усилия, которые некоторые прикладывают. Вот и все. Чеченцы не настолько глупы, чтобы вот так просто идти за фальшью и за обманом. Поэтому, если чеченцы здесь в Европе, нас почти 500 000, если чеченцы выйдут на митинг в поддержку любого человека, 10 тысяч человек выйдет, 20-30 тысяч человек выйдет чеченцев, если вот это произойдет, то этот человек и будет легитимный, кого поддержит. И с ним будут на Западе считаться. Вот и все. Так, ты тоже и это не просто так. Юрий Спирас в Германии. Это не последний человек в ВФ. В чем не согласны за кого-то? Ты бред несешь просто. Если ты считаешь, что каждый человек, который жил в Питере или учился в Питере, является чем-то агентом, то я тебя обрадую. Там несколько миллионов, по-моему, 4 миллиона человек живет в Санкт-Петербурге. И в Ленинградской области еще, наверное, столько же. Поэтому ты несешь чушь просто, самую настоящую. Ты возводишь на меня ложь только лишь из-за того, что я учился и жил в Питере. И это все, что у тебя есть. А я и в Москве жил. Я еще много где жил. Спасибо за поддержку. Пожалуйста, Олег, витаю вас. Так, давайте дальше посмотрим. Призываю украинцев выводить на чистую воду своих агентов в Украине. Тех журналистов, которые дают площадку таким, как Ходорковский, Пьяных и так далее. Также, зачем вам такие журналисты, как Киселев, Гонопольский, Цымбалюк, сообщает гражданин Америки Эд Мамедов. И я полностью поддерживаю тебя, Эд, в этом. Основугулерцук, Кнорях. Работа ведется, леди. Так, о мобилизации, ареста, пыток, насилия и прочего бед тоже можно откосить при многократном прочтении молитв. Ну, я думаю, одних молитв будет недостаточно. У Аслана звание разоблачитель банды ФСБ. Да. Какое ваше мнение про нашего президента Зеленского? Ольга, у меня... Не хочу я говорить это мнение, я поддерживаю выбор украинского народа, хотя у меня есть вещи,
которые я и высказывал претензии, какие недовольства свои, но в первую очередь это гражданство для пропагандиста, военного преступника Невзорова. Но и еще есть моменты, а так есть и есть Владимир Зеленский. Дай бог, чтобы все было хорошо. А сам Гатчином бывал ты? Да, бывал, конечно. Добрый вечер. О чем речь идет? Речь идет о ФСБ готовит взрывы домов и другие теракты в России. Итак, давайте к нашей теме мы вернемся. К названию нашего эфира. Смотрите, как мы знаем, в Украине утилизировано огромное количество русских зэков, российских зэков. И тюрьмы сейчас освобождаются. Я давно, много лет уже говорю, что будут репрессии в России, массовые расстрелы будут отмена моратория на смертную казнь будет и так далее, и так далее. Этому всему, как мы уже видим, нужна подготовка, нужны новые зоны, и новых зон и не настроишь столько, чтобы потом как-то, хотя строили под Москвой где-то строили и так далее. Я полагаю, что в этом году в России начнутся массовые репрессии, и для того, чтобы ввести в ступор и в ужас граждан фашистской России, будут взрывы наподобие тех, которые были в 1999 году. Вы все помните, в 1999 году, когда террористическая банда ФСБ для окончательного захвата власти в фашистской России взорвала несколько взрывов, терактов в переходе на Пушкинской, на вокзалах, в троллейбусах, где только не были, на рынках, везде только могли производили взрывы. Все это, конечно же, приписывалось к чеченцам. Иногда даже использовались в темную чеченцы под этими террористическими актами. И затем произошла кульминация, когда Шамиля Басаева заманили фактически, вынудили его, поставили перед фактом, или он помогает дагестанским женщинам и детям, чтобы вывести их населенных пунктов Чебан-Махи и Карамахи для того, чтобы их не убили русские террористы, которые сами им дали возможность там установить свою власть, а потом решили их просто уничтожить. И затем русские террористы взорвали первый дом в Буйнакске, дом с семьями военнослужащих, затем два дома в Москве на Печатниках и на Каширке, затем один дом в Волгодонске, и затем был попытка взрыва дома в Рязани. И сейчас это был ужас, на самом деле это был ужас, я помню эти времена очень хорошо, и люди были шокированы. Вот сейчас я полагаю, что русские террористы из банды ФСБ собираются начать массированный акт устрашения, акт террора против своих граждан. Для того, чтобы тюрьмы освобождены, для того, чтобы начать массовые репрессии не только среди рядовых граждан, среди них тоже будет, но и на самой верхушке власти. Будут зачищаться все. Припомнят каждый пост, каждый лайк, каждый комментарий. Все припомнят, всем просто. Другого выхода из сложившейся ситуации, из просто полного разгрома украинской армии, банд армии фашистской России, другого выхода для того, чтобы удержать власть, у террориста Путина нет. Они освободят всю территорию Украины, отступят, закроются и начнут массовые репрессии. Каждому главе субъекта, так называемого субъекта фашистской России, велено готовить вот этих головорезов, которые там будут воевать против Украины, которые уже воюют против Украины. И банды, которые сейчас некоторые выжили из так называемый ЧВК Вагнер, нет никакой ЧВК Вагнера, нет никакого Пригожина, как единицы какой-то личности независимой. Это все работает вооруженные силы, банд армия фашистской России, ГРУ это действует.
и штурмовые отряды, то есть те, кто идут на смерть, это зэки. А профессионалы, военные, фашистские, российские, они просто их посылают на убой. И те, кто выжил, они начнут поднимать криминогенную обстановку, и Россия при помощи банды ФСБ, они к этому стремятся, хотят погрузить Россию в хаос, в бандитский криминальный хаос. Чтобы люди боялись боялись просто всего и вся. И это сейчас будет в этом году происходить на наших глазах. Но для этого нужно массово еще сильнее запугать. Уровень страха в России не настолько велик. И вот они собираются это делать. И это я наблюдаю как бы из всех процессов, которые сейчас происходят на наших глазах, фактически подготовка к этому идет. И я в этом нисколько не сомневаюсь. Света, ты и тут, и там у меня пишешь, я не могу понять. Ты же мне и тут... А, нет, тут мне Ольга писала. И в Швеции провокацию устроила российские спецслужбы 100%. Ну, может быть и нет, неважно. Ник, неважно. Может быть и нет. Они, как бы, конечно, эти методы они используют, но еще плюс к этому, они очень держат руку на пульсе. Вот, например, у Турции со Швецией произошли кое-какие там недопонимания, какие-то там разборки, да, политические. И, ну, что угодно бывает. Эрдоган, например, позиционирует себя защитником мусульман, там, ислама там, и так далее, и так далее. Хотя это на его совести, конечно. Если защищать мусульман и ислам, то, наверное, его нужно было бы начать защищать во время геноцида на Кавказе, в том числе и тюркского населения, которое там проживало, в том числе Дагестане, черкесы, воевали же многие против фашистской России. Поэтому, может, когда поддержка была, конечно, я с этим не спорю, народ помогал, но, короче говоря, вот такая вот ситуация. Поэтому может произойти, что кто-то реально сожег Коран для того, чтобы показать, что там турки, они там мусульмане там, и так далее, и так далее. Ну, все могло быть, поэтому не обязательно это их провокация. Так. Вы лично знали Джахарада? Нет, я не знал. Асан, дякую за підтримку. Всегда, пожалуйста, УССД. Ассаламу алейкум, Асан. Бюсти, курва алейкум, ассалам. Так. Так. Коран жгут по поручению спецслужб. Марья Ваза, я как бы не буду это отрицать. Все может быть. Я знала и Дудаева, Масхаду. Очень хорошо, очень. Бюсти Кёль Фридом, мастера героя, Бюстика Далмаш Дольшу. В России всегда героем были уголовники. Сталин, Пригожин тому пример. Ну, возможно, Пригожин захватит власть, я не исключаю этого. Но на сегодняшний день Пригожин исполняет роль только вот лица, только вот это лейб такой, знак только. И все, его лысая страшная голова, вот, и все. Реально же и артиллерия, и авиация, и тяжелая техника, это, конечно же, российская армия. И когда мы говорим ЧВК, тем самым мы банд-армию России выводим из-под удара. Банд-армия России, она зашла, воевала, и сейчас уже они отступили назад, и уже закончились у них штурмовики, и теперь штурмовиков используют зэков. А зэкам уколоть его, чуть-чуть душок есть у зэков, шустрые, надо признать, вообще криминальные элементы нужно признать, при всем том, что их негативном проявлении на общество, на все остальное, нужно признать, по моим наблюдениям, криминальные люди, склонные к криминальным вещам люди, являются на самом деле очень живые люди, очень такие люди действия, активные люди.
И этим они заслуживают определенное уважение, если, конечно, не нарушали закон и не совершали какие-нибудь ужасные преступления, которые они совершают. Но это реально люди, такие пассионарного типа люди. Именно поэтому, когда большое количество криминала сидело в тюрьмах, и Сталин начал свои репрессии массовые, там еще при Ленине они их начали, и начали сажать своих политических оппонентов, они решили, понимая, что тюрем было очень много, и понимая, что к зэкам, к этим людям действия, да, к активным товарищам, попадают политические товарищи, то это такая гремучая убойная смесь. И они оттуда уже политически грамотные, образованные люди обучали зэков, говорили, что их права нарушены, что нужно это, нужно то. И в итоге получалось так, что они поднимали бунты, происходила очень серьезная такая консолидация вот этого всего преступного мира, который находился. А в России всегда так было. Там одна часть на свободе, другая это вообще параллельный мир, о котором, если ты в него не погружаешься, ты даже его не знаешь. Ну, ты даже как бы, ну, есть где-то. А в России живет вот как двуглавый орел, вот эта курица, мутант. Кстати говоря, нужно обратить на это внимание. В центре Красной площади лежит труп самого большого убийцы кровожадного, который запустил эту систему. И курица у него двуглавая, это мутант. Нету такого животного на земле. Вот только вот у них такое есть. И тогда уже вот эта банда НКВД вводила в тюрьмах вела такой институт, можно так сказать, воров в законе. И таким образом они внутри вот этого преступного мира российского, да, параллельного от непреступного мира, хотя это тоже ничем особо не отличается, и в этом непреступном мире преступные вещи, преступные достоинства, которые ценятся вот в этом преступном мире, ценятся и в этом непреступном мире. Так вот, они тогда создавали вот этот институт воров в законе для того, чтобы взять под контроль вот этих зэков. И им это в определенной степени удалось, как мы видим. Так, пока карлика с мавзолея не похоронят. Карлика с мавзолея, черт с ним, нам бы карлика, который в Кремле бы отправить к тому карлику, который в мавзолее идет. Так, мы хотим тебя поддержать, ты будешь баллотироваться. Это такой, знаете, соблазн, который мне, видимо, наверное, вы так из этого исходите, да? Соблазн, что я должен соблазниться там, какие-то там. Нет, я не буду баллотироваться, никаких политических амбиций не имею и иметь не собираюсь. И все, что вы делаете, это зазря просто, теряете время. Как и друзьям говорю, и недругам говорю, которые пытаются меня на этом подловить. Нет, нет, у меня своя миссия в этом деле, Деон. Ва алейкум ассалам, Питер Вольф, Маш Воля. Основа. Российские тюрьмы очень много людей, которые ни за что сидят. Как говорится, главный античеловек, а дело всегда будет. Да, абсолютно верно. Не то, чтобы ни за что большая часть сидят, но большая часть сидит за то, что не делала. Вернее, что-то они сделали, а потом им сверху накинули. Это подавляющее большинство. Ну, конечно, сидят и абсолютно невиновные тоже. Но их не большинство, я думаю, но... Вот такие вот дела. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам. Что скажете про Политковское и Новодворское? Роман, я скажу, что это две величайшие женщины, которым не посчастливилось родиться в фашистской России, и которые были совестью русского или российского народов. Вот что я скажу. И земля им пухом. Вечная память этим прекрасным женщинам. Я искренне соболезную родным и близким их. Вот что я могу сказать. Аллавио. Вац, аллавац. Ассаламу алейкум, брат. Как ты? Ва алейкум ассалам. Чудику.
Халифат когда будет на Кавказе? Когда ты свой Red Bull, человек с ником Red Bull пишет, допьешь свой Red Bull и выйдешь его установить, вот тогда он там и появится. Флаг России, плагиат Нидерландов. Название страны украли у украинцев. Русь, гимн советский. Нет такой нации русский. Это выдумка и обычный плагиат. Ольга, абсолютно так. Так. Теракты в Европе будут? Я думаю, будут. Я думаю, будут и в Европе тоже. Но здесь просто очень сильно работает разведка. В Германии, в Европе, ну, очень сильно работает. Конечно же, избежать невозможно. Террористического акта полностью защититься невозможно. Но, я думаю, не так просто будет совершить теракт и остаться незамеченным, да. А это уже напрямую казус белли, повод к войне, нападение, совершение террористического акта. Виктор, туда хочешь, направляй его, но это ты можешь только на слова. Халифатчиков в Сомали, в Судан отдавайте там. Да, на самом деле, Алан, нужно им в Сомали ехать. Съездили бы они в Сомали, вот реально, или в Афганистан, пожили бы там 5 лет. И вот приехали бы и рассказали бы, как судопроизводство происходит, как происходит там развитие общества, как происходит образовательный там процесс. Вот разные вот эти вещи они рассказывают. Мне суть интересна, не просто там халифат я хочу, шариат я установлю. Ну, пожалуйста, просто объясни, как это ты будешь делать. Они этого не могут. Просто заложена программа вот, информационно-психологически, вот, ИПСО, спецоперация проведена. Чеченцы боролись за свою свободу, за свою независимость. Они устанавливали свое государство. Правовое, демократическое, светское государство, которое приняли бы в Европарламенте, которое там зарегистрировали бы, приняли бы Организация Объединенных Наций. И Чеченская Республика стала бы полноценным субъектом международного права. И те люди, которые вели нас к этой победе, к этому государству, которое жизнеспособное, жизнестойкое там, и так далее, этих людей убили. Почти всех. Затем подменили, провели вот эту информационно-психологическую специальную операцию. Произвели подмену понятий. И чеченцы, которые шли к демократическому правовому государству, которое жизнеспособно в этом окружающем, вот в этом мире, в котором мы находимся, им заменили ее на что-то такое эфемерное, которое такое мифическое, воздушное. Построение справедливого шариатского государства, как во времена халифов, праведных халифов и так далее. Нет такого. Я всегда люблю сравнивать вот эти вещи с коммунизмом. Ведь коммунизм, если его читать, да, как о нем писал Карл Маркс, и как его интерпретировал Ленин в начале, это очень интересно. Это все взято с религии, опять же, как и шариат, тоже из религии взят. И там тоже говорилось, что все будет отлично, все будет хорошо там, и так далее, и так далее. И провели очень страшный эксперимент над советскими гражданами, и в том числе над русскими. Почему-то русские это забыли и восхваляют Сталина, Путина. На самом деле чеченцы и на втором месте русские, которые пострадали от этой советской власти, и украинцы, пострадали все. Но чеченцы с ингушами на первом месте. Потому что их уничтожали всех полностью, под ноль пытались уничтожить. И звучит очень хорошо, да, что справедливое общество, где нет тюрем, где нет денег, где преступности нет, где просто все идеально и хорошо. Но это невозможно осуществить. Даже ценой десятков миллионов убитых людей. Вот и все. И то же самое строят вот эти непонятные товарищи. У Ленина с Карлом Марксом какой-то там труд был перед ними. А у этих вообще ничего нет. Вообще ничего. Просто
Есть, что было 1400 лет назад, даже не адаптировано под это время. Саудовская Аравия не устраивает, Иран не устраивает, Сомали не устраивает, Афганистан не устраивает. А что ты собираешься строить? Ну я вот построю. Ну ты же не умеешь даже читать нормально. А что ты построишь? Вот, ну вот как-то так. Азан тун хо үш цагэл шарпал цэвч давал сун шун мабага шизофрения ёлш я наше величество бош хаваца хуэл ваца титаи кучуру цамо ница ой чуё кучуа титаи валу Елла бачунден титаи. Так, Red Bull за нацистскую страну, поэтому Red Bull забанен. Он был халифатчиком, представьте, и он был за фашистскую страну, представьте. Я за нацистскую страну, вообще красавчик. Иншаллах, Ичкерия станет независимой, и Украина вам поможет, когда закончится война. Да, Алмула. Помню, Злобозан Алауды захватывали нефтевышки. Нет, Антон, я не помню. Ну, помню тебя, Антон. Я тебя помню, Леон. Халиват никогда не будет в Ичкерии свободное, унитарное, демократическое государство. А сколе абсолютно так. Так, еще раз напоминаю всем, кто сюда вошел. Кто хочет поговорить по теме, в ТикТок вы можете зайти, и я готов с вами обсудить тему, которая касается сегодня. ФСБ готовит взрывы домов и другие теракты в фашистской России. Доброго вечера с Праги. Удачи вам. Дуже дякую. Доброго вечера вам, Прага. Ассаламу алейкум. Аллаху Акбар. Твоя правда поможет нам. Да, Аллаху алейкум ассалам ФРГ. Рад стараться. Служу в Ичкерии. Так, а свобода слова Запада Коран Дагваш. Мою цен Тахват Ба. Посмотрите, СС Гестапо, СС. Вот такие ники ставят, ну кто как не фашисты. Пожалуйста, война, забань вот этого СС Гестапо. Просто это он своим ником дискредитирует не только мусульман, чеченцев, он вообще самого себя дискредитирует. Хотя там, наверное, уже нету чего дискредитировать. Ну ладно, я не буду ждать своего этого, а заблокирую этого СС Гестапо, да? Так, забанен, да, ушел, по-моему, да? Асан, ты даже на клиенты не отвечаешь. Что с тобой говорить? Ты знаешь, что у нас нет союзников. На что не отвечаю? Ты даже на клиенты нет, на комменты. Как не, а я что сейчас делаю? Как это я не отвечаю на комменты? Так. Модератор отключил комментарий пользователя. Я его забанил вообще в войнах. Üşwatz нам. На Üşwatz, да, цвен. Никшегвац. Фашистский никшел, швауэша. Я целитешон. Лилей. Ночи о мостри дукшу. Мдохкумдуй. Мухиру, она хайн деш дона зи. Ты сам себе вредишь, понимаешь? Своим детям, внукам ты вредишь. И вот тебе дают 20 тысяч рублей, 25 тысяч рублей, и ты сидишь, эти посты пишешь. Палбухи буй. Киаш да, пойди, ну ацко представь, не? Хайкам дуяхкан, хайком истории юяхкан, хай бери будущий юяхкан, би хайншисвам да, динал да ацкойга, мачу дадал халда, хига дег. Аслур мадерони ач, мача луштол. Хотя уйцес, Мари Ваза, хотя уйцес. Хит салгиллаг уйцес. Так, милутиет, хотя уйшвег. Хеба цинтишна. Имду.
Жаль, что страны цивилизованного мира глаза закрыли на войну в Чечне, потому что потом Грузии проглотили, с Крымом только озабоченность. И вот результат: большая война в центре Европы. Именно так, Ольга, именно так. Мы об этом кричали как могли и продолжаем кричать. Асан, ты говоришь, что летчики двух русско-чеченских уничтожили, но некоторые могли в отставку уйти, ведь 22 года прошло после 2000-го. Да, совершенно верно, Заур. И мы ни одного, я тебе гарантирую, Заур, ни один летчик и вертолетчик, оставшийся в живых, когда начнется процесс, от моего зоркого глаза не уйдет. Я тебе это обещаю. Да, Мула. Хорошо, чтобы так. Аслан, ярнах нис дабага цахуш бол. Халифат, без халифа я герта. Да, без халифа. Или им халиф нужен, я не могу понять. Им хозяин нужен, царь нужен, я не могу понять. Всегда жили чеченцы без халифа, без царей. А теперь нет уж, давай нам царя. Ну, вообще интересно, да? Ну, вообще красавчики же есть. Красавчики. Aslında eser yazdın. Çavuş yazdın. Çavuş yazdın. On as. İz çavuş yazdır on da eser. Ha huşama yeter nik hoş mu yeter ulildo. СС, Гестапо и Аслан не все. Аслан ты не все. Аслан ты не все. Что значит Аслан ты не все? Эстония и Латвия отзывают своих послов из РФ. Видите ли, Пуне понравилось то, что эстонцы отправят все свои 24 гаубицы 155 миллиметровые и Д-20 плюс гранатометы Украины. Слава Эстонии, слава Латвии и слава Литве. Молодцы. Респект и уважуха. Так. Ты не все. Ну, я не успеваю все. А халиф-то от ФСБ. Да, скорее всего. Даже Иваца от ФСБ. Зачем он нам нужен, да? Так, Асан, скажи, что сейчас идет не только война в Украине, но информационная фашистская Российская Федерация уже давно отправила свой десант в Украину, и они работают. Выявляйте их, и СБУ, и Рада должны их блокировать и судить. Эд прочитал твой комментарий, абсолютно согласен, абсолютно. И украинцам нужно очень аккуратно подходить вот именно к информационному ведению войны. Русские очень искушенные в этом деле. Они на этом собаку съели. Пока мы говорили правду, они оттачивали мастерство врать, лгать. Поэтому, конечно, мы должны понимать. Я надеюсь, в Украине сейчас ведется эта работа. Ну, очень интересный сейчас момент в Украине разворачивается. Например, помните, на переговорах Арахамия такой был, да, Зеленского друг. Он сказал, что кадыровцы хотят захватить атомную электростанцию и после этого потребовать независимости. Мне просто смешно это даже повторять. Кадыровцы хотят, задумайтесь, кадыровцы хотят захватить атомную электростанцию в Украине, Чернобыльскую тогда, по-моему, о ней речь шла. И после этого потребовать независимости Чеченской Республики Ичкерия. Это Арахамия после переговоров с русскими террористами заявил. Я сразу же возмутился, мы все помним, возмутились по этому поводу. Я сделал видео по этому поводу. И через какое-то время один из участников, я сейчас не помню, Киреев, по-моему, Денис Киреев, по-моему, имя, который был один из участников переговоров с русскими террористами, был убит. СБУ сообщила, что он при задержании оказал сопротивление и был убит. Глава Главного управления разведки Буданов, Кирилл Буданов, сообщил,
что этот человек был их агентом ГРУ, и он исключает вообще любую возможность, что именно этот Киреев работал, если я не ошибаюсь, его фамилия Киреев, работал на российскую разведку. Он это полностью исключает. Получается, ФСБ, СБУ точнее, или филиал ФСБ, СБУ, убили агента своей же разведки ГРУ. И Буданов говорит, что он знает всех, кто принимал участие в этом убийстве и так далее. Вот очень интересный кадр разворачивается. На самом деле, сегодня единственная сила, которая может провести люстрацию и зачистку СБУ, которая, а люстрация, как мы знаем, с развала Советского Союза у КГБ СССР не проводилась, архивы не рассекречивались, кроме военных на сегодняшний день. Вот эту зачистку провести никто не сможет. И украинцам самим придется это делать. И я призываю всех вот эти информации, это оружие. Мы, чеченцы, я еще и еще раз повторяю свой тезис, к которому я пришел к этому мнению. Мы проиграли не вооруженным силам фашистской России, мы проиграли вот этим ИПСО, спецмероприятиям террористической банды ФСБ. То есть мы проиграли информационно. Информационно мы были разбиты. И после этого произошла подмена понятия, и нам сказали не что да конечная цель независимая демократическая Чеченская Республика, а бесконечная борьба для установления благоденства Божьего мира на земле, что вот мы должны до судного дня сражаться. Но это просто если у вас нету конечной цели, то это бессмысленно воевать. Да, кому-то нравится воевать, кто-то получает от этого удовольствие даже. Да, это как наркотик для некоторых. Но нужно понимать, что это происходит на твоей земле, и убивают твоих женщин, твоих детей, твоих вообще непричастных мужчин, стариков и так далее, и так далее. Поэтому как-то так, Дион. Как-то так. Нужно не давать себя обмануть. Не дать себя обмануть. Так, Асан, гони этих халифатчиков всех в шею. Они продажные твари, родную мать продадут. Чечню уже они продали. Кундальбак Баки, я согласен с тобой, что эти люди принесли нам много-много проблем из-за своего невежества, наверное. Ну или же из-за продажности. ФСБшная агентура в Германии, США, она по всему миру расползлась. Да, именно так. И тут в Германии она у нас тоже есть. Пока СБУ патриоты Украины не очистят, все тщетно, говорит Хамза. Так, что думаешь про дальнейшую судьбу Тузика? Куда пропал Халитыч? Какие у тебя мысли про все это? Line Vision, я полагаю, что, ну, конечно же, здесь про вот этого Тумсу Абдурахманова знали, что это агент российских спецслужб. Знали. В Грузию, когда он приехал, знали. Потом, когда в Польшу приехал, знали. Потом в Швецию приехал, знали. И здесь просто не спешат по этому поводу. Я думаю, что звезда этих агентов российских спецслужб зашла. Все. Упала. В русскую канализационную яму она упала. Ну, это и следовало ожидать. Они лгут, они имеют поддержку и так далее, и так далее. И никогда не признают, когда их ловят на лжи. И поэтому с ними разговаривать вообще бесполезно. Их нужно привлекать к уголовной ответственности. С ними должен разговаривать следователь. По-другому с ними никак. И какая у них судьба? Судьба, они продали свою, вот этот Тузик продал свою жизнь, свою совесть, свою честь у него никогда не было фашистской ФСБ. Какая может быть у человека судьба, который продал свою жизнь, свою душу дьяволу? Вот и все. А ФСБ это самая настоящая дьявольская террористическая организация.
Так, дыровцы ничего не захватят, одни понты. Конечно, не захватят. Украина не выиграет, но эта война не на 5, не на 10 лет, а в гибридной версии она продолжится годы. Ну, Марья Ваза, об этом русские мечтают, но я сомневаюсь, что так будет. Махалхитсунаса. Ну, царь шаш хаджа не мукис. Уэйла декал хульш, ду ишла деказ болшбу. Да. Даёлюм ше. Даёлюм шатюш. Диндюч. Самые страшные лицемеры это люди, которые прикрываются религией. На самом сокровенном играют. Они думают, что Бога нет, раз они так себя ведут. Они глубоко ошибаются. Я знаю, Он есть. И Он их накажет в судный день. Он и в этой жизни накажет. Да. Я пошел, удачи. Удачи тебе тоже. Всего хорошего. Так. Активная военная фаза. Ресурс у этой войны на 5 лет. Далее гибридные войска с переговорами. Переговоров не будет. Пока не будет освобождена украинская земля. Вот. Переговоров никаких не будет. Ночь скорее тамплиерами будут, чем под вашим халифом ходить. Не будет никто под халифом ходить, понимаете? Это все туфта, полная туфта. Не будет у нас халифов. Не было у нас никогда халифов. И не будет никогда. Все всегда гордиться тем, что у нас не было никогда феодализма, никогда не было разделения на там, халифов, там, на дворян, там, какие, визири, кто там еще есть у них. В Османской империи, кто там были разные там сословия. У нас этого никогда не было. И прийти в 21 веке к тому, от чего весь мир ушел, ну, мне кажется, так мы глупо не поведем себя. Салам алейкум из Швейцарии. Ва алейкум ассалам, сталкер. Так, каким должен быть конечный скрываться за религию? Каким должен быть конченый? Да, абсолютно так. И самое большое лицемерие. И самое главное, всех их устраивает. Ты можешь сегодня говорить про религию, ты можешь говорить, что ты пострадал из-за бороды, что ты только лишь из-за бороды, которую можно сбрить, и тебе ничего, и молния тебя не поразит. Он берет всю семью, выезжает, спасается и так далее, а потом становится демократом. И просто берет, прям снимает. Я не поверил, что это правда, когда увидел это. Их ложь до того откровенно, до того беспардонно отношение к окружающим, что люди не могут поверить, что так беспардонно человек с ними может себя вести. Понимаете? Он берет, одни ботинки снимает, другие обувает и говорит, я переобулся. Представьте. За кого он держит всю вот эту свою паству, которые влюблены в него? Просто задумайтесь над этим. Я Аллах дейла. Ма иадет цунерах цу ихамелдеш ишин и могич был нерах цахум иадет цен. Вот какие они бывают. Так, освобождение Украины невозможно теми средств, которые есть у Украины сейчас. Ну, во-первых, Марья Ваза, ты не знаешь, какие есть средства у Украины. Во-первых, я тебе со всей ответственностью заявляю, ты этого не знаешь. А во-вторых, кто сказал, что на том, что есть, кто-то останавливается? Украина днем и ночью накачивается оружием. Днем и ночью. Современнейшим, даже о том, о котором до раньше даже не мечтали, которые будут передавать. Сами украинцы не мечтали, что им дают. Уже передали, а передадут еще больше. Украина станет самой мощной страной в Европе в военном плане. И, соответственно, туда потекут инвестиции. Украина будет самой крутой европейской страной. Понимаете? Ну, конечно, не без Ичкерии, конечно же, куда им без нас, может, да? Но то, что факт, она будет самой мощной страной. Да, Аллах, иншаллах, я буду рад только этому. Как свадьба в Малиновке, да, сталкер, именно так. Добрый вечер, Асан, добрый, Ирина, здравствуйте. Как же приятно видеть вас снова. Я к вашим услугам, Ирина. Оперативного резерва не хватает Украине перед ресурсом России. Ну, ты, наверное, что-то услышал и повторяешь. Не так это, все не так. Да, оружия не хватает, гибнут люди. Это война, страшная война, ужасная война.
Но у этой войны есть только один победитель. И это Украина и Запад. Конечно же, без Запада Украина сейчас уже, наверное, партизанила бы. Потому что вооружение и все остальное и так далее. Как-то так, да. Война это математика. Гениально просто. Аслан, салам алейкум. Что нас ждет в ближайшем будущем? Алейкум ассалам. Я, получаюсь, уже чуть ли тут предсказатель. Да, у меня получилось несколько раз угадать, предсказать. Но это не значит, что я это буду делать всегда. И ждет в России, фашистской России, Россию ждет теракты и массовые репрессии. В этом я на 99% уверен. В этом году, в ближайшие месяцы, сейчас будет разгром полностью фашистской бандармии в Украине. Ближайшие недели, месяцы. И после этого в России начнутся теракты, убийства и все остальное. Вот попомните мои слова. Сегодня 23 января 2023 года. Попомните. И в итоге Россия закроется, и там начнется движуха. Очень серьезная движуха. Но Россия будет разделена на несколько государств. Будет взята под управление. Кавказ полностью отделится. Полностью. Дальний Восток отделится. Кёнигсберг уйдет Германии. Курилы уйдут Японии. Китай захватит часть. Ну вот раздел произойдет. Туран турки захватят. Большую территорию относительно они возьмут под контроль. Турция возьмет под контроль тюркоязычные все республики, которые есть. Ну и на Кавказ Турция рассчитывает. Но тут я считаю, что Турции не нужно лезть на Кавказ. Да, тут у нас живут, на Кавказе у нас живут тюркоязычные родственные Турции народы, и мы их уважаем всех. Но нам и тюркоязычным народам лучше будет жить в своем суверенном, независимом и союзном государстве кавказском, где нашими товарищами, протекторами, друзьями, союзниками будут Соединенные Штаты и Британия. Вот я так это вижу. Я иду к этому. Я хочу этого для своего народа. Я для своего народа ничего плохого не пожелаю всем тюркоязычным народам, нашим кавказским народам. Я ничего плохого своему народу не пожелаю. Поэтому, соответственно, если я предлагаю и им идти не в Турции, где вы будете второсортными, а идти своим Кавказом. Это не значит, что не будет у нас агентуры, не будет агентов влияния, там, сторонников и так далее, но я призываю всех идти именно в этом направлении. Турция давно добивается права войти в Евросоюз, там, в ВТО, там еще много какие организации, ее не пускают. Зачем нам идти через Турцию и быть младшим братом? Лучше мы будем в Евросоюзе и добиваться своих прав, таких, какие есть здесь в Европе. В том числе, конечно же, в первую очередь, я имею в виду права человека. Права людей, они должны быть на первом месте. Нам, кавказцам, будет с чем сравнить и вспомнить, когда мы начнем жить нормально. Я не говорю, что в Турции нет прав человека. Есть в Турции права человека соблюдаются, права животных даже соблюдаются. Все как полагается. В этом плане у меня претензий к Турции нет. Абсолютно. Но Турция это наш естественный конкурент. Ну и мы должны в рамках международного права, в рамках гуманного права, гуманитарного права, мы должны развиваться. Так, самая крутая европейская страна это Германия. Она в одиночку завоевала всю Европу с 39 по 40 год. Заур, самая крутая не определяется способностью завоевать, тем более страны, которые фактически не были готовы к войне. И Гитлер мобилизовал, они проиграли Первую мировую, он мобилизовал народ на обидах, на разных там других моментах. И фактически напал на страны, которые фактически никогда не воевали. И в этом не заключается сила. Вот сейчас Германия самая крутая европейская страна. Вот с этим я согласен. Даже круче Швейцарии. В Европейском Союзе она самая крутая.
Украина может воевать хоть 10 лет. А сможет ли Россия, если даже Советский Союз не смог? Не сможет, Байн, абсолютно не сможет. Нету, они сами знают, вот в чем вопрос, друзья. Я это говорю не потому, что мне там докладывает украинская разведка или американская. Я это говорю то, что говорят сами русские. Вот их политики, их там идеологи. Они уже готовятся к обороне Москвы, понимаете? Они вот это мясо туда загоняют, чтобы просто из этого сделать большую трагедию. Понимаете? И тот, кто выживет, из войны выходят уже другие люди из войны. Вот кто эти выживут, они будут вот этих выживших, вагнеровцев так называемых, вот этих бандюгов, зэков, заставлять их совершать эти репрессии, нужен же определенные кадры для этого нужны, чтобы это делать. Вот эти кадры сейчас куются, кадры, которые сейчас выживают в Украине, куются для того, чтобы совершать вот эти репрессии против российского народа, российских народов. Поэтому, конечно, не выстоит. Они сами это знают. Это просто невозможно. Оттягивает время, готовятся к чему-то, освобождают место в тюрьмах, там, зачищают вокруг себя людей, вот, готовятся к осаде. Zu Tuzike adec абсолютно цангуман и цадун, но цулибеш был нахбуй, которого вешает лапшу на уши, который с удовольствием трескают царя, вообще и адец, каков поп, таков и приход. Ну, на самом деле, он делает большой вред, он наносит. Информационном фронте он нас разъединяет, он нас уводит от нашей цели, главной цели. И, конечно же, если у нас были бы правоохранительные органы или какая-нибудь так называемая какая-нибудь генеральная прокуратура, она бы давно бы возбудила против таких людей уголовные дела. Но эта генеральная Закаевщина, прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти Тумцу Абдурахману. Просто это позор просто. Вот это все, что они делали до этого, они еще сверху просто наложили вот кучи своей. Это позор просто. Кицултя, генеральная прокуратура, Бош, Камелда, Цани Меткбац. Не убили, никто об этом не говорит, и Генеральная прокуратура просто хочет заявить о себе. Это просто позор. Какую роль играет брат Тузиков? Ответь, пожалуйста, про контору Wi-Fi. Как они связаны? Какова их цель? ДРС? Я не буду на этот вопрос отвечать. Все узнаете в свое время. Аслан, ты на 100% прав. Кавказ, Америка и Англия. Торговля с Турцией. Да, Эд, именно так. Только я вижу нас только с англосаксами. И эти государства нам реально помогали. И их язык, и их уровень судебной системы, и уровень прав человека, который они достигли. Для меня, и как мы в Европе находимся, нам это самое близкое, и это самое лучшее. Это именно тот путь, о котором говорил Джохар Дудаев. Мы должны двигаться к развитию. И я только так это вижу. أصلا دال أش ولا حون بعرق خلال قيش سين مخيط حا ديريز مثلا ولا دال شين سيل ديريز كل باكي دال ديز مليكي أورت مدوقيلون واللي رده ديريز خل آمن أش دوا دوا سون قطعهم تسويش شون ديريز خلشون سون دوا ديش دق نابوي غاسون دق بلاباتsa بوي غاسون مسانش ديريز خل يدق سون ويشك أوش دوا يشاس إيه دشون пока кидачного. Единственное, нам нужно информационно навести порядок. Ну и мы должны навести порядок. Добрый вечер. Где можно смотреть ваши прямые эфиры уже в записи? Вот на этом канале вы можете смотреть вот реалити HRCI Human Rights Center Ичкерия. Украина не сможет воевать 10 лет. Хорошо, понял я тебя, Мария Ваза. Хорошо. И Запад не хочет, и не может, и не будет. Все отлично. В этом году Украина освободит свою землю. Не волнуйся. А правда, что царь не настоящий? Правда. Горовуца. Короче говоря,
Тумсо цанахилин эравал дальше ту шумацу. Ой. Ну, у вас потребности, парни, да. А что по другим убийствам они молчали? Леди, мы о чем? Ассаламу алейкум, алейкум салам, Ихсан. Аслан, Ваша, кому тогда верить, если они убивают своих, как Киреева? Если кто сражает за Украину, потом сдает за Рашу. Асколи, верь себе, Асколи, верь себе, будьте внимательны. Мы живем во время страшной смуты, большой лжи мы живем. Вот это зло, абсолютное зло из террористической банды ФСБ, оно сейчас бьется на все 100. Вы можете обратить внимание, сейчас просто задействованы все вчерашние. Вот Пиных сейчас в Турции потусовался, чуть-чуть поснимал ролики, сейчас начал уже за чеченскую тему говорить там. А по чеченской теме они сразу обозначаются. Свой, не свой у них такой. Вот я всех призываю всегда определять именно в этом плане, как относится к чеченскому вопросу. И они всегда определяют, да, Чечня там, ни один русский фашист, который позиционирует себя как либералом, они не говорят о том, что Чечня пострадала, геноцид, это мы виноваты перед ними. Они говорят, зачем нам Чечня, мы ей так много денег платим. Русские фашисты, вы будете их платить, когда мы отсоединимся. Понимаете, что вы сейчас вот на это ссылаетесь. Вот зачем нам именно? Вы будете, я вас уверяю, вы будете платить, и ваши дети и внуки будут платить на контрибуцию чеченским детям и внукам, которых вы убивали. Вот людей, которые их детям и внукам вы будете платить. Вот сидят пины их сейчас, новый, выводят они их на украинское информационное поле. Украинцы, не нужен вам никто, кто связан с Россией, понимаете? Никто просто. Ни Гонопольский, ни Цимбалюк, который... Посидите дома, вы можете сказать. Журналистов молодых после журфака полно просто в Украине. Проверенных, которые никак не связаны с фашистской Россией. Вот их нужно задействовать, а не каких-то там Пиантковский, Цимбалюки, там какие-то там КГБшник, швец, там желанный гость украинского инфополя. Гордон его берет интервью, тоже его раскручивает. Ну, ребят, это ужас, что? Это ужас. Мы проиграли войну не в военном сражении. Мы проиграли вот в этих спецмероприятиях. Поэтому имейте в виду, украинцы, имейте в виду. Так. Кандалбак, Дерес Хуйлон, но ты далек от, я далек от идеала, которого ты тут описываешь, очень далек, поверь мне. Добрый вечер, где можно смотреть? Так. Если Кавказ был с турками, сейчас турки строили бы Кавказ, и люди Кавказа, будучи свободными, развивались с 200 странами мира. А зачем нам быть с турками? Зачем мы, кавказцы, древнейшая цивилизация? Зачем нам быть с турками? Где были турки, когда над нами совершался геноцид? Нет, друзья, нет. И еще раз нет. Аслан, ты что деньгу не собираешь, как тузик? Фиг умош, да? Да мне этот, как его, Уолсона, монетизацию убрали, елки-палки. Да? Так хорошо, 200 евро тогда где-то выходило, долларов, по-моему. Я забыл это уже, когда было. И то донаты там, то все. Но это хорошо на самом деле. Это очень хорошо, что они мне в самом начале отменили это все. Не помешали бы, конечно, деньги, но и канал развивался бы. Монетизацию, когда убирают, нет рекламы. Если нет рекламы, YouTube не рекомендует мои видео. И я так, где-то там в стойле где-то стою, в сарае где-то, не видно мой канал. Я про заявление об убийстве Тузика и про остальных молчали. Даже убийство наших воинов, защитников молчали. Да, леди, это точно. Генпрокуратура так называемая.
Да, да, да. А вы думаете, что он жаждет власти, он что угодно сделает, чтобы заполучить эту власть? Да, я с тобой согласен. Человек с немецким флагом вместо ника. Я полностью с тобой согласен. Асан, кто привел Зеленского к власти? Ответь на вопрос. Я не знаю, кто его привел. Честно я тебе скажу, я не знаю. Может американцы, может англичане, может русские. Я не знаю, честно тебе говорю. Но то, что этот фильм снимался, это готовилось, это было не просто так. Этим я согласен. Так, ассаламу алейкум, ва алейкум ассалам, Ичкерикант. Только не говори, что в результате честных выборов. Я думаю, выборы были честными. Я в этом как бы более чем уверен. Относительно честный, конечно. Все может быть. Но я не думаю, что там нарушение было. Но сам вот этот рейтинг его с роликом, это и очень оригинально, интересная мысль. Я думаю, русские террористы до этого не додумались бы. Это очень интересная такая тема была. Это будет еще вот этими людьми, которые там, есть специальные профессии, которые занимаются раскручиванием, там, предвыборными разными, это в демократических государствах, это целая отрасль такая. Я думаю, они будут изучать этот вопрос. Так, ассаламу алейкум, алейкум ассалам, Амир от Кавказа. Амир от Кавказа, ты, да? Амир от Кавказа, наверное. Ассаламу алейкум, Аллах дал диканс биркам буэлон, ты настоящий брат Чечня Ингушетии. Ва алейкум ассалам, алей ингушский машволь. Амин. Договорились, Мария Ваза, хорошо. Ва алейкум салам, юзер. Так, я произведу так. Чеченский народ в количестве мал, и любое присоединение. Так. Чечня сама, ассаламу алейкум ассалам, Адам. Чечня сама свой путь будет проходить. Больше сохранить не только независимость, но и как нация. Зеленского народ привел к власти. Это его, как это происходит в демократических странах. Да, Файтер, именно так. Выборы были настоящими. Вот в это я верю. Так, раньше мне рассказывали, что если Чечня отделилась бы от России, то и другие субъекты потребовали отделиться. Тогда Россия развалилась бы, поэтому в Чечне была война. Насколько это правда? Это абсолютно неправда, Заур. Абсолютно это неправда. Не в смысле, что люди не захотели бы жить. Если бы Чечня отделилась, если бы она бы процветала бы и так далее, то, конечно бы, у дагестанцев, у других, у ингушей, у кабардинцев, карачаевцев возник бы соблазн тоже выйти из фашистской России и объединиться с Чеченской республикой там, и так далее. Это правда в определенной степени. Но то, что вот там обязательно произошел бы развал там, и так далее, я в это не верю. Но, с другой стороны, я ничего плохого в этом не вижу. Даже если хотят люди, я не понимаю, вот, да если они, когда ставится вот так вопрос, что вот если бы отделились бы, то получилось бы то, что народы другие захотели бы. Стоп, тогда возникает вопрос. Это значит, вы не хотите, вы убиваете чеченцев, чтобы другие не захотели жить свободно. Где логика? А ради чего эта великая Россия? В кавычках, конечно же. Ради чего? Ради того, чтобы русские хорошо жили? Так они не живут хорошо. Русские пенсионеры, русские дети, беспризорники, интернат, все, посмотрите, отвратительно все. О чем еще можно говорить? Да, КГБ живет хорошо. Захват, оккупация с советских времен, там, с самого начала, уже более 100 лет, с момента развала царской империи, КГБшники являются вот настоящими хозяевами вот этой фашистской России. Я не понимаю, почему оккупантов в лице ФСБ, КГБ, их нельзя
привлечь к ответственности. Вот и все. Вот их нужно прогнать. И все должны жить как хотят. Почему нет? Что дает простому пенсионеру вот эта большая территория? Ничего. Ничего. Жалкие пенсии даются. А вот КГБшники разных национальностей, и чеченцы в том числе, так называемые чеченцы, вот они, да, они богатеют, они живут, жируют, а бабушки, дедушки умирают, по помойкам лазят. Я отвечу на этот вопрос. Кто привел Зеленского к власти украинский народ? Да? Он обворожил украинцев своим фильмом. Да, Зеленского любили, реально любили в Украине. И потом, надо признать, в Украине была и, наверное, и сейчас остается коррупция. Это бич любого государства, это оккупация. Коррупция – это та же самая оккупация. Только оккупант забирает себе, а коррупционер забирает себе. Ну, народу ничего не достается. Вот в чем разница. Оккупант и коррупционер, чиновник, он враг, коррупционер-чиновник. И Зеленский говорил, что он борется, вот в этом фильме, он говорил, что он борется с коррупцией. И украинцам это понравилось, вот и все. А кто вот это все придумал, это уже другой вопрос. Кто этот фильм, вот это все придумал. Думаю, больше было разговоров про тот фильм, чем людей, которые его посмотрели. Тоже, кстати, может быть, верно. Ну, раскручивали, было. Вбросы больших денег, я думаю, было. Ну, а по-другому выборы не проходят. Обязательно бывает предвыборная кампания. Кто-то сделал ставку на Зеленского. И он выиграл. А сам полиция тоже хорошо живет. Да, полиция в фашистской России тоже хорошо живет. Дагестанцы никогда не отделятся от русни. За Зеленского голосовали по приколу, говорили. Да, и Порошенко олигарх был, до этого Янукович был. Ну, не нравилось людям. Украинцы свободные люди, они хотят что-то такое свободное, независимое. И в Зеленском они увидели такого. Так, ну оставим Зеленского, оставим Порошенко. Это вообще не наша тема, друзья. Наша тема война против Украины, фашистской России и теракты, которые будут в фашистской России. Салам, вы за Украину или за Россию? Валентина, салам. Ну, за Россию, я думаю, ни один адекватный человек быть не может ли он. Ассаламу алейкум, брат. Как думаешь, про Крым заберут украинцы? 100%. Алейкум ассалам. Я крымский татарин, уже 8 лет не был дома. Очень болезненная тема для меня. Крымский татарин. Я тебя очень хорошо понимаю. Я тебя очень хорошо понимаю. Ассаламу алейкум ассалам. Везде, то в Украине, то в Италии. Везде от этого есть польза. Ва алейкум ассалам, Михель, Майкл. Нету никакой пользы для Ичкерии. Азам, по-твоему, Порошенко тоже? Так, оставим Порошенко, все, Зеленского забудем. Слава свободной Ичкерии, героям слава. Народ в Украине решает всегда. Игорь Лучик, это очень хорошо было продемонстрировано и в 2014 году, и в 2022 году. Да, народ Украины это реальное гражданское общество, а не биомасса, которая есть в фашистской России. Европа нам поможет. Европа помогает, Запад помогает, Америка помогает. Антон, поэтому ты снова выстрелил в воздух, Леон. Я имею в виду, что другие субъекты тоже захотели бы независимости. Поэтому была война в Чечне, чтобы ее к России присоединить. Да, я понял, о чем ты сказал. Просто я ничего плохого не вижу в том, что, я же это объяснил, ничего плохого в том, чтобы
отделялись, я не вижу в этом. Какой вред русским от этого? Кроме вот ихнего имперского самосознания. Вот это и есть самый настоящий фашизм. Что ты выше кого-то, и ты должен их присоединить. А если они хотят свободу, их убить надо, сжечь надо, уничтожить надо. И надо самое низшее, самую ничтожную часть этого общества посадить сверху над этим обществом. Чтобы это общество еще было в униженном состоянии. Так происходит во всех Кавказских республиках, так происходит во временно оккупированной Чеченской республике Ичкерия. Так, суть в том, что ближе к 2019 году людям надоели старые политики. Олигархи это смекнули, и Пинчук захотел выставить Вакарчука, а Коломойский Зеленского. В итоге Коломойский и Пинчук договорились и выставили одного кандидата. Но сейчас это уже не имеет никакого значения. Фильм это так, неопределяющий фактор. Ну, можно обсуждать, спорить, файтер, но можно соглашаться отчасти в том, что я просто не знаю ни про вот этих Коломойских, Пинчуков. Ну, я знаю, что такие люди есть, а я не вдавался. Полностью доверяюсь вам, украинский народ. Все, что вы выберете для себя, меня устроит. Основа, как ничтожна Россия, если ее целостность зависит от маленькой Чечении? Совершенно верно, Амзат, абсолютно. Так, даже если не зависит, она все равно ничтожна. Абсолютно, Амза. По-любому ничтожна. Так, о, дядя Володя. Кто дядя Володя? Я дядя Володя. Хорошо. Асан, каково ваше мнение о Грузии и ее роли на свободном Кавказе? Мое мнение о Грузии я неоднократно высказывал. Я очень хорошо отношусь к Грузии. Я считаю, что Грузия начала правильно идти, правильной дорогой. Единственное, есть моменты касательно моего государства и моего народа, хотя Грузия нам помогала в определенной степени. Ну, как-то так. Что ее роль на Свободном Кавказе? Я думаю, что Грузия может очень много сделать для объединения Кавказа. Эта идея, как мы знаем, зародилась в умах, озвучена, по крайней мере, была Гамсахурдия и Дудаевым. И я думаю, вот как эти два президента начали это дело, так мы и должны идти по Кавказу вместе. А что будет, какая роль? Ну, я бы хотел бы, если честно, я бы хотел бы больше, чтобы Грузия вкладывалась вот в это все. И знаете, я замечаю, нас пытаются чеченцев и грузин разделить. И в определенной степени удается. У нас есть обиды на грузин, у грузин есть обиды на нас. И вместо этого, вместо того, что вот эти претензии друг другу высказывать, нам нужно бы объединяться. Нам нужно бы в этом плане двигаться. В любом случае, без чеченского государства, чеченского народа на Кавказе решать вопросы никому ни ранее не удавалось и не удастся, мне кажется. Поэтому нужно объединяться, уважительно друг к другу относиться. И я думаю, Кавказ будет свободным. Я на это очень рассчитываю. Так, Аса, я вот тоже не понимаю. Говорят, Россия огромная страна, а толку от этого какой? Например, в России просто огромные морские побережья, куча морей, а рыба стоит дорого. Да, Россия не для людей, Россия против людей. По приколу говорили его политические оппоненты, то есть Вакарчук, который потом решил не идти на выборы. Ну и Порошенко своего конкурента высмеивал. Такое. Да, может быть. Так, друзья, сколько мы в эфире? 1,5 часа в эфире. Но я еще посижу с вами, потому что вам будет скучно. Сегодня понедельник, тяжелый день, рабочий день. Завтра тоже на работу. Да.
Рашка, тюрьма народов. Да, война, совершенно верно. Я, знаете, что еще обратил внимание? Я думал, что это спутники в Украине, вот они снимают. Оказывается, они так высоко это дроны, какие-то супер современные дроны. Короче, лежит один, увидел этот дрон или услышал, увидел его, или он что-то сбросил этот дрон на него, но это не важно. Но он его засек. И он лежит и в него стреляет. И тот оператор дрона комментирует, да, говорит, больше 500 метров не попадешь все равно. Короче, грубо говоря, там более 500 метров, и прям все отлично видно, и просто недосягаемости дроны для стрелкового оружия фашистского, и просто как куропаток уничтожают. Просто я не представляю, как украинцы не сходят с ума просто вот, уничтожать в таком количестве вот этих, вот это оркачье мясо, да, с которое присылается. Аслан, здесь писали, что вы жили, ну, вы тоже студенты, что вы жили в Питере. Но Шамиль Басаев тоже был студентом в Москве. Конечно, Аслан Масхадов был полковником советской армии, а Даджахар Дудаев генералом советской армии, ну и так далее, и так далее. У них нет аргументов. У них есть аргумент, что они любят своего тузика. Вот единственный аргумент. Они не могут поверить, что он оказался агентом. А толку от этих людей, которые не могут понять, что ими управляют агенты российских спецслужб, для нашего дела никакого. Он работает на ФСБ или просто он обманут и не хочет из своего обмана вырываться, и он так легко, его легко обмануть, то для нашего дела эти люди, ну, пользы принесут немного. Ну, агенты вред принесут, да и эти принесут, наверное, больше вреда, чем пользы. Поэтому жаль. Я думал, будет иначе, да. Ну ничего. Рабы путинского режима никогда не бывают в шоколаде. Так, Аслан, приведи пример, как Арабские Эмираты развивались. Они тоже были разделены. Эд, ну ты мне вопрос задал. Арабские Эмираты, вот ты имеешь в виду Дубай, да, который вложены западные деньги, американские, английские деньги. Это ты имеешь в виду? Совершенно верно. Также можно привести пример Северную Корею и Южную Корею. Также можно привести Тайвань, да, и другая часть, где проживают китайцы. Также можно привести Восточную Германию и Западную Германию. Ну, масса можно приводить пример. И здесь, самое главное, разные народы выбирая, мы понимаем, что корейцы, они такие же люди, как и все. Они могут развиваться, они могут делать самсунги, делать скоростные поезда, если дать им такие условия. А можно не дать этим корейцам условия и загнать их в гетто, в концлагерь, как в Северной Корее. А южные корейцы, они развиваются. Также возьмем немцев, которые тоже очень трудоспособные, очень такие пунктуальные, правильные, ну там именно заточены на работу. Так вот, до сих пор, уже сколько лет, больше 30 лет уже развалилось, 35 лет уже Берлинской стены нет, до сих пор чувствуется совок в Восточной Германии. И даже коррупция чувствуется, и так далее, и так далее. Если вкладывать деньги, если развивать науку, если развивать технологию, любой народ, немцы, корейцы, японцы, все остальные, любые народы, арабы, все могут развиваться. И нам нужно для Кавказа, я желаю именно этого, для чеченцев я желаю этого, и ингушам я это желаю. Кто не хочет, ну, заставить мы не можем. В Турцию мы не пойдем. Никаким младшим братом Турции я лично быть не намерен. Ни один чеченец этого не захочет. И не будет этого. Никогда.
Не хватало нам сейчас от русского брата, сейчас нам турецкого брата получить. При всем при этом я очень уважительно, хорошо отношусь к туркам, чтобы турки на меня не обижались. Ни в коем случае. Никогда ничего плохого против турков, турецкого народа не имел и не собираюсь иметь. Но, если кто-то хочет присоединяться, пускай к нам присоединяются, а не мы к кого-то там. Да? Мы будем развиваться так, как нам выгодно на нашем поколении, будущем поколении, детям, внукам. А примеры, как помогают англосаксы и как они развивают, как они дают условия для развития. Просто в мире уже куча просто этих примеров. Так, камеры на них стоят хорошие. Наверное, Амзат, камеры тоже. Нам поставили пастуха, посчитав нас баранами, но это очень важно для молодежи знания. Поэтому очень важно, да, совершенно верно, Осман. Аслан, название эфира сегодня очень серьезно. Мы отошли от темы. Я уже сказал, в принципе, что я считаю по этому поводу, Мадин. Я уже сказал. Я думаю, что пишут, что даже iPhone отключат в России. Вероятно. Может быть, вполне может быть. Основное видео смотрел дроном или каким-то другим оружием, около 10 человек положили. Только один зашевелился. Да, их много, этих видео сейчас. В ТикТоке просто куча этих видео, которые нам рассказывают, как уничтожают русских оккупантов и террористов. Ты отвечаешь только на удобные для вас вопросы. Неудобные игнорируешь. Это и есть свобода слова, вопрошает. Точка. Человек с ником точка. Нет, почему же? Я отвечаю на все вопросы, которые я считаю нужным ответить, и которые я могу увидеть. И вместо того, чтобы писать вот это с претензией мне, ты бы лучше бы задал бы снова и снова этот вопрос. И, возможно, я бы на него ответил. Я же не должен тебе, да правильно? Я тебя знать не знаю, поэтому претензии зачем мне предъявлять? Мария Ваза, ты все знаешь, почему ты блог не ведешь, почему ты сейчас не занимаешься вот на информационном поле? Просто ты все знаешь. Тебе бы сейчас хороший там компьютер и полный вперед делал. Если я чей-то не прочитал, просто повторите этот вопрос. Не надо на меня наезжать. Да. Я не хочу основно светиться, говорит Мария Ваз. Вот оно в чем дело. Правильно. Ну ты тогда мог бы хотя бы не светясь там, писать тексты и голосом компьютера озвучивать там, вот в таком на русле работать. В наше время все про все знают, без вашей болтовни, говорит. Юзер, молодец, ты крутой, Дион. Не все знают. Я, например, много для себя открываю, каждый день что-то. А ты все знаешь. Молодец. Кстати, мигрантов в Восточной Германии намного меньше, чем в Западной, так как восточная часть Германии сильно отстает от Западной из-за коммунистического прошлого. Да, Заур? Да. Мне эти переключения нафиг не нужны, говорит. Эти приключения, ты говоришь? Иван Иванович. Или как там? Иван Васильевич, дарись, понятно, тебе приключения не нужны. Ты просто советчик с дивана, правильно? Молодец, Дион. Как раз мне тебя не хватало, да? Я не знал, кто мне объявит, что я ничего не знаю. Оказывается, вот нашелся, который
Умный, в отличие от меня, приключений не ищет, да, и светиться не хочет. Молодец, да. Правильно, да. Слава Ичкерии Старк, героям слава. Слава Украине. И ее сбройным великим силам, да он. Вот Борис Стамахина заблокировали. Заблокировали Бориса Стамахина я так понимаю, ВКонтакте. Смерть России, Борис Стамахин, смерть России. Надо признать, Стамахин четкий боец, который четко держится своей линии всю свою жизнь. Молодец. Дик позиции. Да, Дик удобно. Его наруйте, Мария Ваза выйти. Да, Мария Ваза не дурак, я вам скажу. Мария Ваза парень умный. Ему приключения не нужны, да он. Мария Ваза, а теперь ты переходишь уже на личности, да, если ты уже меня оскорбляешь, понимаешь? Ты, конечно, умный парень, и приключения тебе не нужны, но да он. За оскорбление ты просто улетишь в бан, да он. На-на-на-на-на-на-на-на. Так. Раша прекрасный антипример государства, который должен остаться в истории и не более. Давай. Совершенно верно, Старк, абсолютно. Россия пример, как не нужно жить, понимаете? Все познается в сравнении. Если... И давайте я, наверное, покажу, ну, тем, кто в Ютубе, покажу, сколько орков уничтожено, да. Ну, это вот за последние там времечко. Так, увидит только тот, кто смотрит в Ютубе, друзья. Поэтому вам только слушать. Это кладбище. Кладбище так называемых вагнеровцев, русских оккупантов обычных. И все. Да, таких я много видел видео с этими могилами. Это хорошо, если есть могилы, их так копают, да, закапывают. Так, друзья. А знаете, взрыв ФСБ на территории России будет после того, как Украина освободит все свои территории от вооруженных сил? Нет, это, я думаю, Зор, это произойдет вот сейчас уже, в ближайшее время это произойдет. И начнутся теракты, которые организовали украинцы, будут говорить. И вот таким образом они будут запугивать свое население. И потом будут выводить свои войска, что нужно отступать, нам нужно здесь. Ну, я так это вижу. Они, наверное, очень изобретательны, они, наверное, что-нибудь допридумают. Да. А сколько мы их испепелили, их просто ветром поле разнесло. Да,
Старк, было такое. Уничтожаются каждый день. Опять Стамахина блокнули. По-моему, его ВКонтакте блокнули. Он про контакты там пишет. Приветствую, Аслан. Ваше отношение к тому, что тот же Стамахин яро поддерживал армянских оккупантов в Карабахе, а значит убийство азербайджанского народа, патриотов, героев. Приветствую. Твой ник читать весь не буду. Мордор в конце зачитаю. Мое отношение к этому отрицательное. Я полностью на стороне азербайджанского народа и считаю, что Азербайджан совершает ведет священную войну за свою землю. А мнение Стамахина я не везде разделяю. Я его уважаю за его принципиальную позицию, я уважаю за то, что он пошел в лагеря фашистские, не отступая от своей позиции, защищая мой бедный чеченский народ. Он очень кардинально и грубо высказывается в отношении некоторых религиозных. У него выпады бывают такие грубые. И с этим я тоже с ним не согласен. А так, в принципе, как человека, я его уважаю, как человека. И буду его уважать за то, что он уже сделал. Сейчас он может ничего не делать. Это человек, который вместе с чеченским народом пережил геноцид чеченского народа. Вместе с ним в русских концлагерях. За это я его уважаю и буду призывать всех чеченцев уважать. А так, мнения, конечно, у нас бывают разные. И, как я сказал, я с этим не согласен, о чем вы говорите. Байн, Янгулбаев опять светится, сыночек предложил себе вместо матери. Да, Байн, они будут светиться, их задача светиться. Мы просто должны обозначить, кто они. И мы должны четко об этом говорить. Если они не имеют отношения к нашей власти, к нашему государству. Все, кто их поддерживает, не от нас. Мы не от них, они не от нас. Они это будут делать, конечно же, там вкладываются деньги, ведется целенаправленная работа, еще будут засылаться. У них одна проблема. Чеченский народ небольшой, мы все друг друга быстро выясняем, кто да что. И у них нету людей, которые не запятнал себя в связях с фашистской Россией. Вот в этом плане у них большие проблемы с кадрами. У нас проблемы с кадрами связаны с тем, которые у нас дома родственники. И каждый, кто начнет здесь говорить, мои родители, например, в Европе находятся, здесь в Германии находятся. И мне в этом плане очень легко, потому что их пытать не будут, да, по крайней мере. То, что их здесь они убить могут, это, конечно же, остается этот риск. Но в любом случае, хотя бы их не будут пытать, я это знаю. И убить их здесь тоже особо им пользы не принесет. Ни их, ни брата, ни сестру, которые тоже у меня, все здесь. Но когда они находятся дома, в этом плане нам тяжело. У нас есть грамотные люди, умные люди. Ну, во-первых, дезориентированные, потому что много лжи и пропаганды. А во-вторых, дома родственники. И поэтому многие не могут, близкие родственники, я имею в виду. У меня тоже были другие родственники, но вот сейчас их у меня нет, и я свободен, и от них тоже. А в этом плане у нас проблема с кадрами. У них проблема с кадрами, потому что мы сразу видим, откуда они идут. Их бэкграунд, их прошлое, да, с кем они были до этого. И это быстро ставит все на свои места. А если сразу не поставят, немножко, если ты его проверишь, сразу становится все на свои места. Быстро выясняется у нас в этом плане. Поэтому нам нужно вот этих мы должны очень внимательно относиться. И вот таким вот маяком, индикатором мой канал, я постараюсь держать его именно в этом направлении, чтобы к нам сюда левые и правые не залетали от гибни. У нас интересы чеченского государства. ФСБ, фашистская Россия, враг.
навеки вечный враг. И мы должны это четко для себя уяснить. Ничего общего с фашистской Россией, с террористической бандой ФСБ у чеченцев быть не может. Все, кто заигрывает с ними, или же он в пасть к ним сам лезет, или он просто клинический товарищ, или же он работает на них. Вот как-то так. Да? А кто лезет в пасть, он быстро они его схавают. Да? Не поймет даже, что с ним произошло. У меня возникали моменты, когда можно было их использовать. Да, мне предлагали услуги, мне предлагали там деньги, предлагали другие, третьи вещи. Да, можно, учитывая мое положение, воспользоваться, даже обмануть их, воспользоваться и обмануть. Можно было задействовать. Но я посчитал, что в репутационном плане это нанесет мне больше вреда. Как только я определяю, что этот человек не заслуживает доверия моего, я несу, на мой взгляд, большую ответственность на себе, заявляя такую свою позицию. Я сразу же открещиваюсь. Не нужно мне. Ни денег не нужно, ни роликов делать мне не нужно, ни текстов писать мне не нужно. Ничего мне не нужно. Если я не уверен. Человек, который надежен, 10 человек достаточно. 10 молодых людей, объединенных одной идеей, одной мыслью, одним стремлением, чтобы навести полный информационный порядок в чеченском обществе здесь, в Европе. Но они должны быть грамотные, они должны быть горящие, с горящим взором молодые парни и девушки. Вот эти люди собираются, просыпаются. Я замечаю, в ТикТоке появляются очень интересные товарищи, пишут разные очень интересные вещи. И, короче, как говорится, бриллиант найти очень трудно, но он того стоит, когда мы его найдем. А сейчас у нас увеличиваются шансы, потому что люди выезжают, ту несправедливость, которую видят, они мотивируют еще больше этих людей. Сейчас молодые люди, девушки выезжают, и я думаю, у нас супер все будет. Только по нарастающей вверх, да, только по нарастающей вверх. Аслан, слава Аллаху, байдац, слава кому-то помимо Аллаха, это ширк Аллаху, лардуэльвай. ФРГ, я не понимаю, что ты имеешь в виду, конечно же. Я никого не приравниваю к Аллаху, я не ставлю Украину или Ичкерию выше Бога или ниже кого-то и так далее. Это просто сейчас так говорится просто. Да? Тогда слава надо убрать вообще и говорить только про Аллаха слава. Или мы должны только с этим использовать. По-разному слава используется. Я же не боготворю, правильно? Я же не поклоняюсь. А много ли Европа кадыровских ФСБшных собак? Сейчас поменьше, их выдворяют усиленно, упорно, активно выдворяют. И они заползли под корягу. В этом плане они сейчас пытаются не выявляться. Очень просто. Все прячутся. Все прячутся, да. Так, жду с нетерпением ваш великолепный тандем с Сотником. Дуже дякую, Мордор, дуже дякую. А почему Россия просто не объявит отечественную войну, массовую мобилизацию? Объявит, Заур, объявит. Просто для того, чтобы их объявить, их нужно вооружить. Им нужно дать каждому оружие. Нужно бесконтрольно всех их собрать. А это опасно. В России же оружие, все это же очень под контролем, чтобы народ, не дай бог, оружием завладеет. Вот в этом плане. Но то, что происходит сейчас фактически, это массовая мобилизация. Забирают всех, кого могут. Они 150 где-то, 130 тысяч могут сразу же собрать и отправить. Вот они их собирают, отправляют, собирают, отправляют. Сейчас уже идут вообще и формы, и одежда. Вообще все плохо у них. Невозможно быть для всех хорошим. Стамахин сидел в тюрьме из-за своей позиции о войне в Чечне. Да, Амзат, именно так. И я его за это уважаю. Я думаю, мы все его за это уважаем.
Лучшая страховка — держать их подальше от себя. Они путают хвалу со славой. Ну ты про этого. Да, Сохит ФРГ, а против собой хасу. Просто я тоже хочу понять твою мысль, логику мысли. Я же не против того, что слава Аллаху. Я же не против. Я просто говорю, что это слава можно использовать и в в другом контексте. Не делая из этого Бога. Просто это ни о чем сейчас. Лучшая страховка — держать их от себя подальше. Да, Хамзат, я именно этой позиции придерживаюсь. Если я подозреваю, что там нечисто даже, я просто держусь в стороне. Пока это меня спасает, да, там как получится. Хотя они умеют очень издалека заходить, там много чего делать. Ну, посмотрим. Я думаю, победа будет за нами в любом случае. Да, Алмула. Как их отличить от чеченцев? Возможно ли это? Возможно ли это? Старк, отличить, ну как ты чеченца отличишь от чеченца? Ты можешь отличить там ДНРовца от там киевлянина какого-нибудь или львовянина? Можешь? Нет. Такой же украинец, также говорит по-украински, тот же генотип. Даже, может, они два родных брата могут быть. Один оттуда, один оттуда. Поэтому определить их, отличить их можно только выявив их намерение. А мы, чеченцы, фактически всех знаем. Если начать работать над кем-то, то мы быстренько пробиваем его и быстренько выясняем, кто чей. Ты по семье можешь определить, можешь по фамилии определить, кому они склонны, потому что если один потянулся к России, к Кадырову, к ФСБ, ГРУ, остальных он подтягивает. И заработать можно, плюс для безопасности своей он подтягивает. Потому что он всех заморал в этой грязи, и все, и они в этой грязи, как свинюшки, купаются, и они защищены. Вот так мы выявляем. А так, что как-то так. А как украинец скажу, слава Украине, не скажу, никоим образом не относится к религии. Да, именно об этом я и говорю, Старк. Добрый вечер всем добрым людям. Ассаламу алейкум, ассалам. Вы аллат дуа хаатсаху имел в виду свой угоре хер олдушу алгешчуатсон. Сокит верге, сокит обочина. Дерез хуйно ишта китвар. Ну суны миллион раз алла сюгис уже. Ну миллион нам альч. Харцаду. Ну, сотни раз уже связи напиздат, иштма, соват, вот как Старк пишет, к религии это не относится. Я говорю, слава Украине. Это говорят украинские воины, которые мочат русню. Я их поддерживаю в этом. Слава ЗСУ. Вся слава у Всевышнего, это не обсуждается. Именно так, да. А могут отправить тех, кто вообще в армии не служил? Заур, я об этом уже давным-давно твержу. Конечно, могут. Не то, что могут. Будут отправлять. Инвалидов, больных, которые просто не ограниченно годны к несению военной службы, их будут отправлять. Отправлять, мобилизовать будут всех. И женщин в том числе. И джипы забирать будут. И тяжелую технику забирать будут. Все будет. Россия будет погружаться в хаос, в средневековье, в ужас она будет погружаться. Другого выхода у нее нет. Вот у власти, которая сейчас находится, у нее другого выхода просто нет. Они должны сдаться, сказать, все, мы отказываемся, мы были неправы, мы должны уйти от власти. Они уходят от власти, против них уже возбуждены сотни дел, тысячи дел на всех вот этих бандюганов. И они все будут привлекаться, а им это не нужно. Они сейчас борются за свою жизнь, за право, чтобы остаться живыми. Представьте, как они будут бороться. Они весь этот российский народ в огне сожгут, чтобы лишний один день прожить. Могут, были случаи в Чечне. Вот тебе Войнах отвечает. В Чечне были такие случаи. Асамбек делился маршал Машвой. Кадыров Рамзан чувак, Кадыров Рамзан, он говорит, присылайте в Донецк, Закаев, Зеленский, Закаев, он тебе говорит, Зеленский, тоже сомневаюсь.
Если ты такой дерзкий, напиши свое имя. Скажи, как тебя зовут. Просто этого героя, который находится сейчас на чужой территории и хочет сражаться с украинцами, очень хотел бы, у тебя здесь ник Кадыров Рамзан. Напиши свое имя настоящее. Так, да, приятно было снова здесь увидеть Александра Сотника. Самвек Машуа. Saçkel ot bo. Navarins géndul šo. Bjom šmajazdi kočas. Bantur majom pakāt celēso. So Yusuf on família ela Yusuf pai. Kadīrovic savu žvēskušan juhiueta dela. Och TikTok čuvēl visthiluēca rasuk. Yusuf po ai família ha ola itsuk ole. Чували, просто Хасен Дуавон. Вот ради чего ты пошел? Мне просто интересно. Кадыров, понятно, у него там миллиарды. А я еще любой укроп, кузбот. Твой укроп, он просто чували, охозвистхана. Чего интересно, дерсом просто. Хавик шо, вари дави, нацер. Шавик ви, нацер, мауи ай, шавик заблокировать. На 300 секунд. И цаник zu бюрязинок да $10 Хамзат. Может, а чего говоришь? Почему ФСБ готовит теракты? Потому что у него другого выбора нет. Они же всегда готовят теракты, когда им все плохо. Ва алейкум ассалам. Ну вот на 300 секунд, на 5 минут ты его исключил, короче. Можно его вернуть, интересно, Хамзат? Временно исключить пользователя. Нет, вернуть нельзя уже. Ну, 5 минут отдохнет он тут, мочит всех. Юс пушабо. Раскшан халар валу ганар Путини дашу раковинч ларево ганар Кадырови дашу раковинч ицин батки йоккалит. Молодец, нормально. Кадыров Рамзан имя даже себе его взял нормально. Юсупчик, да. Ну ладно, я тогда закончу свой стрим на этом. Все равно Юсупчик будет только гадости писать и в ТикТок не зайдет. А всех, кто хочет со мной пообщаться на тему войны в Украине, я обращаюсь к кадыровцам, которые воюют, кадыровцам, ФСБ, ГРУ, всем, кто за русских. Я послезавтра, в среду, на чеченском языке буду проводить стрим. Здесь в ТикТок буду проводить и здесь в YouTube. Заходите и расскажите, за что вы воюете. За что вы воюете с теми, кто убили 42 тысячи наших детей. Мне просто интересно ваше мнение. Ну, я понимаю, что вы за деньги воюете, да, но неужели эти копейки стоят того, чтобы ваша честь, совесть и 42 тысячи убитых наших детей забыли? И вы опозорили нас на веки вечные, пытались опозорить, а опозорить вы только себя. На этом все. Слава Украине, все будет Ичкерия. Адикюэль маш оль бюс де галюэль массера. До свидания, друзья, спокойной ночи. Масана война, дерез война. Масана Хамзат дерез война.